Проект лицея возник в 1993 году как проект учителей, желающих делать свою школу отличную от традиционной. Коллектив долго находился в поисках истины и изучал труды педагогов-новаторов. Среди изданий серии «Педагогика» встретилась книга Щетинина «Объять необъятное», в которой речь шла о технологии обучения методом погружения в предмет. Так, в 1993 году группа учителей города Сибай отправилась в Краснодарский край для знакомства с руководителем Центра комплексного формирования личности. Именно в этом центре оттачивались педагогические принципы школы 21 века, совершенствовалась методика гуманно-личностного подхода к ребенку, автором которой стал руководитель Центра Михаил Щетинин. Я работала в лицее «Нептун» с 1994 года, директором «Нептуна», под руководством Юрия Леоновича Бадальянца. Со мной работали замечательные педагоги. Любовь Александровна Петина. На базе ее детского сада был организован лицей «Нептун» по методике Щетинина. С Нелей Кузьмичной Саловой, замечательным педагогом, которая именно влила струю, этого учебный процесс с ней был налажен. Мне повезло, что я работала в таком составе. Есть много о чем говорить, есть много о чем рассказать. Это встречи с Щетининым, который нас поддержал. Именно чтобы в городе Сибае методика Щетинина набрала и имела такую большую силу. Естественно, этот подход новый, тогда инновационный, это было очень интересно. Эти годы были настолько увлекательными, настолько искристыми. И это было все вновь, это все было по-новому. И, конечно, эти годы были незабываемые. На праздновании 20-летнего юбилея они рассказывали о самых ярких событиях минувших лет, пожелав родному коллективу дальнейших успехов. Учителя-первопроходцы, как сейчас, помнят приезд в Сибай сотрудников и учащихся под руководством Михаила Щетинина с целью передачи знаний и педагогического опыта. Проведение первого погружения по естественно-математическому циклу учащимися и студентами Центра образования с опорой на народную педагогику и знания народных традиций. Кстати, метод погружения, который применяется в лицее Ирандык, полностью оправдал себя и доказал свою эффективность. За 20 лет лицей выпустил много одаренных детей, которые в последующем заняли свое достойное место в жизни. Обучался в лицее Ирандык с 2003 по 2007 года. Впечатления очень позитивные, хорошие, очень грамотный и профессиональный профессорско-преподавательский состав, учителя, педагоги, которые обучают и вкладывают в это свою душу, очень внимательные, бдительные к детям и к обучающимся. Я выпускница 2013 года лицея Ирандыка. Со школы у меня такие яркие воспоминания, это, конечно же, почему-то уроки музыки, потому что это в дальнейшем переросло в мою судьбу. Я поступила в Сибайский педагогический колледж после 9 класса на специальность учитель музыки, за что очень-очень благодарна учителям, вообще абсолютно всем учителям. Хочется отметить, что в лицее именно всегда с добротой подходили к каждому ученику. Ругали, конечно, всех в детстве, но учась в лицее, получаешь очень хорошую базу знаний. В этот день в Центре детского творчества собрались все, кто в настоящем и прошлом связан с учебой и работой в лицее. Виновников торжества поздравляли представители власти, выпускники и родители. Зрители еще раз убедились в том, что лицей Ирандык известен не только как успешное учебное заведение, но и как коллектив талантливых единомышленников. Юбилейная программа, подготовленная лицеистами и педагогами, запомнилась всем своей оригинальностью и создала неповторимую атмосферу настоящего праздника. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.